Начинаем нашу воскресную радиопередачу «Добрым утром». Но у бати было довольно много книг таких исторических. Вот он Бартольда собирал, академика. И вот он мне говорит: забери Бартольда. Я говорю: папа, я его не заберу, потому что это ты его будешь до последнего дня своего читать, я это знаю. Вот сколько тебе отпущено, ты столько и будешь его читать. Я иногда их открываю, вот они стоят там, он их ходил там, покупал, когда они выходили в академкниги. Я открываю вот эти запах батиных сигарет, вот падал туда этот пепел. И вот столько лет прошло, и он еще есть. Как хорошо лежать, вытянув ногу с сигаретой во рту. Особенно это хорошо после горячего чая с положенной картошкой. А еще это лучше после хорошей работы, когда ноги и спина гудят от пройденного пути. Хорошее в человеке качество, когда его тянет посмотреть. А что там дальше, за виденной стеной? А что откроется? Отец был коренной алматинец, очень любил свой город. Вот. Он родился, когда еще Алмата была не таким огромным там мегаполисом. Это был зеленый город очень. Жил он в той части, где вообще был только частный сектор. Это вот то, что сейчас мы Есентай, Весновка, тогда это была вообще река Поганка. Ну, семья была такая интернациональная. Мой дед Белялов, Али Белялович, вот он крымский татарин, еще в 30-е годы приехал в Алмату, женился на Елизавете Ивановне Демуриной. Батя родился в 1936 году. И как бы детство было у него, как у всех, военное, не очень сытное. Дед воевал до 1944 года. Ну вот, в общем, вот эта большая семья, 4 девчонок и пацан, да, вот они жили. Он очень много читал уже в детстве, и где-то там в последних классах и фотографией увлекался, и, в общем, интерес у него к кино возник еще тогда. И, как он мне рассказывал, после 9 класса он на каникулах в летнее время работал на Казахфильме. Одна из его сестер устроила на фильм Шакена Айманова, он там каким-то рабочим работал. Вот уже магия кино в его жизнь вошла. В 1953 году в Алмату переехала семья моей мамы. Вот она пришла в 10 класс, они учились вместе. Ну и вот это возникла эта детская любовь. Мама была сослана, семья сослана в Сибирь. И вот после смерти Сталина ведь начался этот поток, люди уезжали из лагерей. Вот таким образом их судьба свела еще в школе, в 10 классе. И мама у меня медик, и вот она поступала после школы в медицинский институт наш, в Алматинский. И несмотря на то, что отец мечтал только о кино, он пошел с ней вместе поступать в мединститут. Экзамены, к счастью, наверное, провалил. В 1955 году ушел в армию, 3 года он служил. Через год он поступил на заочное отделение в ГИКа, и поскольку в то время только появилось телевидение, тогда еще не было съемки видеокамер, это были огромные там машины, которые сразу в прямой эфир, поэтому многое снималось на кинопленку вот такими вот конвасами. Это камера, с которой весь свой путь батя прошел вот с таким аппаратом. Наверное, у каждого человека есть свой внутренний двигатель, что-то бросающее его на вершины гор, на поиски редких животных, в раскаленные пески и сырые топи. Для Вячеслава Белялова
вечно зовущая природа стала той страстью, которая поглотила его на многие годы. Немного фотографий, где он есть со мной. Ну вот есть это я еще совсем. Мне год, наверное, 61 год. Но довольно много осталось вот фотографий. Это какие-то этюды вот такие вот, которые он снимал. Вот мои игрушки. Вот. Это автопортрет. Это, ну вот это дед Али. Вот это она отца снял в образе, так скажем, хирурга, да. Это вот, это моя тетя, тетя Аня, сестра моей мамы, мама. Это они изображают там что-то там в кадре, не знаю, то ли парикмахерская. Самые ранние воспоминания детства – это когда домой вот он приходил со съемок, видимо, вот эти кофры, яуфы с аппаратурой, с пленкой, запах эмульсии для меня с детства знакомый и почему-то приятный был всегда. Я любил там открывать их, там всякие объективы, это же все загадочно для ребенка. Вот, но он устраивал для меня такие игры, снимал там что-то на каких-то шахтах с геологами, вот друзы всяких камней, кварцы, я помню, черные, белые друзы, красивые. Он их, значит, закапывал где-то в саду. Потом брал меня и говорил: все, сегодня мы будем искать клад. Там ходил, там везде что-то присматривался. Говорит: вот видишь, тут вот такие растения. Здесь вот я чувствую, что вот видишь, тут такой цветочек. Ну, ребенок же, это же страшно интересно было. И раскапывали, вот появлялись эти великолепные камни. Вот это у меня такие яркие впечатления вот такого детства раннего. И сейчас я осознаю, что телевизора-то тогда еще не было, телевидения, дома телевизора не было. И вот это остались в моих воспоминаниях показы диафильмов через дипроектор. Это вот тоже вечер, простыня вешалась на шкаф в комнате, где я жил. Это как сказка была. Особенно Калиф Аист. Мне очень нравился, он такой загадочный был, там же такие картинки были красивые, нарисованные, а он еще это все читал, мне там же был текст внизу, он не читал. Давным-давно в городе Багдаде стоял роскошный дворец. В нем жил халиф по имени Хасид. Халифу и визирю захотелось узнать, о чем говорят аисты. Они понюхали порошок из табакерки, воскликнули «Мутабор!» и превратились в аистов. И сова привела их к отверстию в стене, через которое был виден большой зал. А в 63-м у него был фильм «Люди и горы» про глициологов, которые изучают вот, ледники, их моренные озера. В общем, ну, фильм такой был уже такой романтический, как в то все время, там песни. В эти же годы он увлекся альпинизмом. Но все это происходило на фоне общения, конечно, с другими людьми. И вот появилась в его жизни женщина, которая стала второй его женой. И таким образом вот этот создался творческий союз, который дальше просуществовал всю эту весь основной период его творчества. Вот. Ну, в общем, в 1966 году он ушел из семьи. Я остался с мамой, мы переехали к родителям мамы. И, конечно, для меня это был страшный такой перелом. Его просто не стало в моей жизни. Мы перестали выкапывать клады, мы перестали смотреть диафильмы, потом я пошел в школу, и вот это вечное желание увидеть отца, чтобы он появился. А он появлялся один раз там в несколько месяцев, в лучшем случае. Ну, навсегда оставило какой-то рубец у меня в душе. Это сильно, видимо, изменило мой характер, мои отношения к отцу. Ну,
Я воспринимал это как предательство, но особенно вот я чуть-чуть там подрастал, да, когда ребенку нужен отец, особенно, ну, я не знаю, мне трудно же судить, но я очень к нему всегда был привязан, тянулся, так и было до конца. Ну, вот это обида на то, что, ну, во-первых, я видел это постоянное страдание моей мамы, которая так и осталась одна, вот вырастила 2 детей. Хватило у ней мудрости, и она меня никогда против отца не настраивала. Наоборот, очень всегда стремилась, чтобы мы общались. Многие там через какое-то время находят других себе мужей. К счастью, у меня это не произошло, к счастью для меня, к несчастью, может, для мамы. Вот. Но вот это постоянное горе, в котором она пребывала многие годы, это же все на мою психику, потому что она жила этим, она все время думала о том, как это так несправедливо, что он с ней так обошелся. И мне это все передавалось, и я ему это всегда высказывал. Причем я ему высказывал уже и в зрелом возрасте. И он никогда ничего мне не мог сказать. Он гладил меня по голове и говорил: прости. Конечно, я знаю, что тебе сейчас будет грустно от того, что ты не с нами. Но, сынок, потерпи немного. Осталось ведь меньше 5 месяцев. Пока. Крепко целую. Отец. В лучшем случае, там на какой-то уже период, там уже где-то, когда вот мне 12 лет было, батя меня первый раз взял с собой в командировку. Ну, подгадал так весенние каникулы. Вот это было счастье истинное, конечно. Природа, отец рядом. Мне понятно, что там то, что он снимал, особо интересно и не было, может быть. Но мне важно было то, что наконец у меня вот это есть свобода, и рядом есть отец. И Анатолий Федорович Ковшарь, это сейчас патриарх нашей орнитологии, не только казахстанской, но и всего бывшего Советского Союза. Ну, в общем, получилось так, что это определило мою судьбу. Я остался, прижился, и так, в общем-то, я на всю жизнь в душе так и остался орнитологом. Съемки дикой природы – это напряженные месяцы экспедиций, суровые условия жизни. Это испытание на выносливость. Комары, бесконечные дожди, пронизывающие ветра и зимняя стужа. Фаланги, нестерпимый зной пустынь и тяжелая аппаратура за плечами. Тяготы полевой жизни хорошо знакомы и старшему сыну Белялова, Олегу, известному орнитологу и фотографу. В 1974 году у него был очень, кстати, хороший фильм, который назывался «Кочевка». Это было не про лесников, не все. Это было про жизнь чабана. Он просто с отарой овец по лепсам от Балхаша дошел до самых вершин Джунгарского Латапа. Это единственный фильм отца, который лег на полку. Кочевка легла на полку. Ее запретили, потому что сказали, что нельзя показывать так. Так люди не живут в Советском Союзе. Ну, наш этот бред, как всегда. Вот. И вот с тех пор он сказал: больше я людей снимать не буду. Потому что природа, она индифферентна. С этого уже пошла вот это его период, когда он снимал фильмы о дикой природе Казахстана. Когда я вернулся из армии, я вначале ушел работать в институт зоологии. Периодически мы с батей, конечно, там выезжали куда-то при совместных, но вот в 1983 году, я помню, я даже не знаю, это от него инициатива, кстати, происходила. Он говорит: что ты, говорит, вот пошли ко мне работать. Я понимал, что это колоссальная возможность поездок, которая нигде, ни в одном научном учреждении столько не было. В камере у меня не было такого какого-то особого рвения, у меня только фотография. Меня интересовала только орнитология, и фотография – это только фотографирование птиц. У меня практически нету фотографий людей в то время. Я считал, что это вообще не нужно, не важно и не интересно. И только с годами понял, что всех птиц я потом 100 раз переснял на более лучшие камеры, на лучшие там пленки, цифру и все так далее. А
фотографий своих учителей в то время, вот там отца у меня очень мало. Ну, 85-й год, к несчастью для меня, я считаю, что это отцовское решение, в общем, был игровой фильм. «Гепард возвращается», я тогда работал ассистентом, там даже небольшую роль сыграл браконьера, естественно. Вот. А главную роль играл мой сводный брат Али. Стреляй! Я считал, что нельзя снимать эти игровые фильмы, растрачиваться на это вот все лицедейство, потому что задача у отца снимать фильмы о дикой природе. Вот. И мне казалось, что это несчастье не такое. Мне было своего времени просто жалко. Вот, да? Я попал в эту среду игрового кино. Это большая группа. Это вот какое-то... Мы с отцом вдвоем ездили. Но водитель, мы уходили куда-то в горы, да, и сидели там в кратках. Чтобы что-то снять, приходилось уходить куда-то далеко, в горы, да, там ждать этих птиц, зверей. И вот для этого и были созданы эти системы скортков. И тогда мы поднялись под пик Советов, там где-то по 3000 хотели снять красного вьюрка. Я уже нащупал птиц, нашел. Думал, что вот все, завтра уже будет гнездо, и мы начнем съемки. И вдруг у отца случился резкий приступ язвенной болезни. Ну, к счастью, там не было прободения, да, но нам километр надо было что-то делать. Это еще были те времена, что не то, что но вообще никакой связи не было в 86 году. И все, мне, значит, бежать одному, кого-то искать на подмогу. Я боялся батю одного оставить. Ну и решили, эвакуироваться. И вот у нас были такие посохи рябиновые. И я вот из них сделал такие носилки, волокушу, скинул туда все барахло. Ну, у меня рюкзак был, наверное, килограмм под 30. Батя взял там, по-моему, только мой кофр с фотоаппаратами легонький. И вот я тащил просто, поскольку склон был вниз, я дотащил вот это все туда до Большого Алматинского, волокуши. Батя кое-как тоже добрел. Все, сели и эвакуировались. И мы к этой теме вернулись только через 5 лет, уже когда доснял я и сделали это, там за облаками был фильм. Потом зимой у нас был фильм о сайгаках, значит, тоже съемка зимняя в Бетпагдале. Один раз утром, холодно было всегда, утром встаешь, сразу разжигаешь шмель бензиновый, вот были такие у нас примуса, и вот весь день сидишь, примус горит, ну, тогда там комфортно более-менее температура. И, в общем, в тот раз батя разводил шмель, я уже тоже вылез из спальника, и вдруг он полыхнул прямо в скоротке. И это, конечно, была очень такая одна из самых страшных у нас ситуаций. У нас еще, вот, когда мы Каспийских тюленей в 1984 году было тоже неприятно, когда мы там чуть не утонули вместе со своим всем этим барахлом, потому что в азарте поставили скордок на очень тонкий лед, и батя уже начал снимать там этих тюленей, я вдруг почувствовал, что идет вода. Вот. Но успели тоже, выскочили там, не утонули.
есть, вот там трудности. Батя говорит, ну трудно, ну если трудно, ну не снимайте, да и все, что об этом говорить. Это же в этом-то и был какой-то тоже и кайф. Я не говорю в том, что гореть надо, это вот ситуация так случилась. Но когда ты там вот прешься с этим рюкзаком куда-то на гору, залазишь, падаешь, там ставишь этот скрадок, наконец, разводишь примус, выпиваешь первую чашку чая, и вот тогда наступает вот это ощущение чего-то важного. Вот и вот эта жизнь мне была важна, нужна и нравилась. Здравствуй, сын. Так вот я и на Устюрте, в самой гуще табунов муфлонов. Прилетел я, как и писал я тебе, 17 апреля. Погода стояла отвратная. Мороз, снег. Но самое интересное – фламинго. Несколько тысяч. Понимаешь, Олега, я как-то ожидал, что встреча с ними меня потрясет. А тут почему-то я воспринял их очень спокойно. Слов нет. Птица потрясающая. Сколько ни смотри, все равно не насмотришься. И опять игровой фильм, который назывался «Тигр снегов». И на этом фильме я был вторым оператором. Ну и все, конец фильма закончился тем, что он мне сказал, говорит, ну ты же понимаешь, что-то надо выбирать, вот, потому что конфликт, конечно, был не столько с ним, сколько с его сорежиссером, с Ларисой Жабаровной. Он говорит, ну тебе надо уходить. Ну, вот-то как бы это был второй случай в моей жизни после вот этого детского воспоминания 66-го года. Я не говорю, мы с отцом не поссорились, в общем-то. Ну, понятно, какой-то остался, как говорится, осадок остался, особенно у меня. Может быть, он чувствовал свою вину. Ну, конфликт был не между мной и отцом, а между мной и его женой. Она меня конкретно ревновала к отцу, она видела, что он меня любит как сына, да, она видела его отношение ко мне, она видела, насколько нам хорошо и вольготно, когда мы работаем вместе. И я думаю, что у нее была ревность, и понятно, что это все ему там с той стороны, видимо, доставалось. Поэтому на самом деле в самом худшем положении оказался он. Потому что он получал и от меня за маму, и от нее за меня. Ну, в смысле, от второй жены за то, что... Ну, что мне было делать? Я понимал, что все, как бы, мои перспективы в кино, в общем-то, я там никаких, я себе представлял только работу с отцом. Вот. Мне было интересно только съемка фильмов о природе. Я с 1988 года ушел полностью в профессиональную фотографию, стал снимать альбомы. Как всегда занимался, продолжал орнитологией. Ну, в общем, я нашел для себя некую вот эту нишу фотографии. Ну, понятно, мы общались, там иногда даже ездили где-то вместе. Он говорит, ты знаешь, там вот BBC заказывают, я без тебя не смогу снимать. Ну давай, что мне? Вот с тех пор, 90-е годы, был какой-то период, когда я уже не работал нигде, я был совершенно на свободных хлебах, я мог фотографировать, если батя предлагал. Вот, в принципе, может быть, это и было самое лучшее, так скажем, время нашего общения. Когда BBC заказала фильм, они снимали тогда грандиозный проект «Природа Советского Союза», но пока проект снимался, Советский Союз исчез. В итоге фильм вышел как «Царство русского медведя». Это знаменитый фильм о природе всего Советского Союза. Лучше пока
Я ничего не видел. И батя был приглашен как оператор. Царство русского медведя. В странах Содружества независимых государств несколько больших горных хребтов, которые тянутся вдоль южных границ. Это Кавказ, Алтай, Памир и Сихотэ-Алинь на Дальнем Востоке. Сегодня мы с вами на границе с Китаем. Это Тянь-Шань, или, как их еще называют, Небесные горы. В их состав входит несколько высочайших вершин, таких как Хан-Тенгри, высота которой достигает 7000 метров. Потом 94-95 год NHK вышла на отца. Это японская компания. Ну тут уж он вообще, тут еще и надо было снимать на видео. Впервые пришла видеокамера, причем в Алмате таких не было. И вот мы с ним тогда вообще вдвоем, мы купили УАЗик 469, сели на него и поехали через весь Казахстан до Каспийского моря. 95-й год заканчивается. На меня выходит немецкая АРД-1, тоже съемки фильма. Опять в этой ситуации уже я прошу батю, говорю, давай ты тоже что-нибудь будешь снимать. Сюда. Работа, потому что работы в то время не было. Все. Отец, он на самом деле, конечно, для него вот этот развал Союза, это для него очень все было тяжело, потому что он привык работать на перспективу. Все было как бы планово. Да? Он знал, что каждый год гарантированно будет 2 фильма. В 1997 году он снял свой последний фильм. Он назывался «Алтын Эмель». И вот в прошлом году я уже сам снял фильм «Алтын Эмель» через 20 лет после того, как мы снимали его с батей. И вот с 1997 года, последние годы своей жизни, батя уже ничего не снимал. Я также продолжал много путешествовать, приезжал, мы с отцом общались, я пытался его вытащить, но фактически он ушел в какую-то депрессию. В 2004 году, в сентябре, я смог его вырвать, он уже тогда сильно болел, видно было, да? И мы поехали на Чокпакский орнитологический стационар, где в 1975 году вместе впервые были. Съездили, вот остались последние фотографии, батя там сидит со своими друзьями. Приехали, и у меня как раз была запланирована поездка в Северный Казахстан. Это миграция гусей. Я помню, я пришел, батя вышел просто ко мне. Я говорю, что, пап, как так? Он говорит, я говорю, я вижу, я говорю, надо ехать, экспедиция, все. Он говорит, да едь, что? Приедешь, расскажешь. Вот. Ну вот я уехал, там звоню, через неделю батю в больницу положили. 4 октября, это где-то Кустанайская область, юга, там по степям, по этим озерам, гусей смотрели, и заехали в поселок. А что тогда сотовая связь еще? Не знаю, в общем, я нашел какую-то там станцию телефонную, чтобы домой Наташе позвонить, про батю узнать. И я дозвонился, это где-то полдень был. Наташа рыдает, говорит, Вячеслав Алиевича нет, не стало.
Ну и все, у меня, я сразу осознал, что я к бате не попаду. Потому что я черти где вообще, это самый, в общем, там, Даркалыка, чуть-чуть оттуда никуда не дернешься. В общем, надо было гнать только в Кустаная, это примерно, там, не помню, 300 с чем-то километров. Друзья в Кустаная нашли билеты уже, в общем, мы там поздней ночью добрались под утро уже. В Алмате самолет приземлился, и меня привезли к закопанной могиле. Вот. Для меня это тогда был, конечно же, дикий шок, потому что, я отца видел, конечно, впереди, но я его не похоронил. Вот прощание было такое очень для меня, конечно, тяжелое и неправильное, я считаю. Я уже пожил. Детей имею. И нужно, чтобы и у детей были дети. Назначение сыновей – иметь сыновей. Ну ладно. Все это философия. И вот день отцовской памяти, 4 октября 2010 года, наверное. Я иду, мы с мамой съездили на могилу, как всегда там ездим в этот день. Я там через сколько-то лет памятник поставил, там портрет отца, который я когда-то сделал. Есть там все, да. Свой сыновий долг я все-таки выполнил в этом плане. Не так, что просто закопали без меня. Иду, букинистический развал. Я смотрю, книга знакомая мне, это известная очень, вершина впереди, да. Вадима Гиппенетра альбом. Я вот так вот его открываю, уже беру, там эта женщина выходит, я открываю и читаю. Славе, там, Вадим Гиппенетр. Это отцовский альбом из его библиотеки. Я его спросил, говорю, вы не знаете, как он попал? Видимо, библиотека уже там как-то потом распродавалась. Это один из таких интересных случаев, которые принято считать мистическими, когда в день его смерти через какие-то годы вернулся вот этот альбом. Но батя мне говорил, когда только мой путь начинался как оператор, он говорит, ты пойми, у тебя, говорит, будет достаточно сложная ситуация. К тебе всегда будет некое вот это отношение непростое. Снимешь плохо, скажут, как же так, сын Белялова снял плохо. А снимешь хорошо, скажут, естественно, сын Белялова, поэтому снял хорошо. Вот, поэтому я считаю, что мне нужно все время снимать хотя бы хорошо, чтобы не подвести память об отце. Пока я жив, я буду всегда напоминать всем о своем отце, даже просто своим существованием. Я свою жизнь так вот прожил, что я старался все время заниматься тем, что мне нравится. И мне это удавалось. И вот я благодарен отцу, во всяком случае, в том, что пускай там как-то это все тернисто было, да, но вот он дал мне эту возможность почувствовать свободу работы в кино. И дальше я уже шел как свободный фотограф там или как оператор. Для отца главное было кино. Он даже с иронией относился к своему лауреатству. Я вообще очень категоричен в своих оценках всего. Людей, профессии. Чем сильно отличаюсь от своего отца. Отец, он никогда людям в глаза не говорил, что он о них думает, кстати. Поэтому он остался в памяти людей таким очень добрым, человеком теплым. Но я понимаю, что большая часть людей, в общем-то, конформисты. И по большому счету это же условия эволюции. Потому что, я осознаю, что своим поведением я часто себе создавал проблемы, кстати, в своих отношениях с отцом тоже.
Я твоих писем очень жду. Они мне очень дороги. Особенно я долго ждал ответ на свое второе письмо, а его все нет. Мне очень горько. Батя мне прислал очень толстые письма. Ну, первая неделя, месяц-два это еще воспринималось нормально, потому что всем шли письма. А потом же через полгода, через полгода меня уже все ненавидели, через год просто ненавидели, потому что я каждый день получал письма от Наташи, там часто приходили от мамы письма. Батя мне присылал толстенные письма, потому что кроме письма он всегда туда вкладывал сайниксы. Сайниксы – это когда ты сдаешь материал в проявку, сначала срезается несколько кадров, и на них делаются пробы. Ну и вот те, которые, в принципе, там еще цвет не вышел идеальный, но уже видно, да. И вот он мне присылал кадры из своих фильмов, там «Серпоклюв», там «Беркучи». Я их видел раньше, чем те, кто потом увидел фильм. Ну, а тут «Здравствуй, сын», там «Здравствуй, сынок». Что ж, когда получишь письмо, пройдет 365 дней твоей службы. Это значит, через год он мне... Здравствуй, сын. Ну что ж, снова палатка и снова долгое сидение в ней с надеждой. А вдруг? Так что, Олега, я уже на Алматинском озере жду и надеюсь увидеть Серпоклюва. Сегодня 17 мая. На озере я уже 4-й день. 23 мая по 10 июня 80-го года. Вся история съемок «Гнезда Серпоклюва» вот здесь у меня расписана. Вот, пожалуйста, схему он мне нарисовал. Он же знал, что я прекрасно знаю Алматинское озеро, его окрестности. Вот он тут нарисовал, где скрадок стоит, где гнездо, поселок, все. В этом плане, конечно, он понимал, и я думаю, что он понимал, что в армии это очень важно, какая-то связь там. Тем более он очень четко чувствовал, насколько я мучаюсь там без природы. Не знаю. Честно говоря, вот у меня таких-то моментов совсем жестких с отцом никогда и не было. С его стороны. Скорее, может быть, я иногда ему более жестко что-то говорил. После чего он меня просто гладил по голове. Говорит, да ладно, все. Вот, так что он у меня такой остался. Вот он смотрит на это, он на меня смотрит на этом портрете. Это портрет, который он сам меня попросил снять, позвонил, говорит, приезжай, нужно портрет для чего-то там. Ну, я приехал, свет взял там. Прикольно, значит, он говорит, да, я куртку твою одену, у меня это кожанка такая, он надел эту кожанку. Вот. Ну и там, конечно, серия портретов, как всегда. Но вот этот вот взгляд вот такой тут, и не улыбка, и... Ну, в общем, я в нем вижу вот все.